أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Перед беседой просим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля наделить нас благодатью, баракатом и прощением. Подобные встречи за собой несут баракат Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, если мы это будем с вами делать ради Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, с одной стороны, получаем какие-либо знания, пополняем свой багаж, а с другой стороны, духовно очищаемся. Поэтому каждый из нас перед подобной беседой, не имеет значения, какая будет беседа, на какую тему она будет, если в этой беседе произносится имя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, имя пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, непременно в ней присутствует духовность. Аллах сниз вводит на этих людей этого маджлиса свой баракат, сакина и милость. Инша Аллаху Рахман, дай Аллах Субхану ва Тааля, мы с вами сегодня будем говорить на тему следования повелениям Аллаха Субхану ва Тааля и Его посланника. То есть в первую очередь, кто является самым главным повелевающим в религии Аллаха Субхану ва Тааля, сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Это самое главное. Поэтому мы говорим аш-шари'уль мутлак, то есть абсолютный тот, кто устанавливает шариат, это Аллаху Субхану ва Тааля. И плюс к этому Всевышний Аллах дал удостоил своего посланника Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям быть еще одним установителем шариата. Но в основе лежит сам Аллах, то есть его повелевание. Поэтому мы говорим, самый первый, тот, кто устанавливает шариат Аллах, это Аллах Субхану ва Тааля, и второй посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому в религии, в исламе очень важно следовать не только повелениям Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, но наряду и с этим повелением кого? Посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому сегодня будем говорить об этом. Ну, скорее всего, будем затрагивать духовную сторону, да? Духовность, потому что у нас с вами, братья мои, мы ведем с вами духовную беседу. Не как вероубеждение, или право, или еще что-то, или история и так далее, а именно духовная сторона. Пытаемся с вами именно вытянуть именно такую вот часть шариата Аллаха Субхану ва Тааля. В первую очередь хочется отметить, что у каждого человека имеется своя духовная степень. У каждого из нас
своя духовная степень. Ни одна степень человека, она не похожа на другую степень, то есть на степень другого человека духовно. У всех она разная. И ученые говорят, как вообще можно определить степень человека? Насколько, говорит, она сильная, духовная степень человека? И ученые сказали, говорит, насколько он повинуется Всевышнему Аллаху и Его посланнику, настолько его степень будет высокой. И мы это видим в примере кого? Сподвижников пророка, алейхиссалям. Будем сейчас несколько примеров приводить, вы поймете, насколько они действительно были преданы повелениям и посланника, и Аллаха субхану ва тааля. Аят. Сура Ниса, 69 аят, братья. Начнем с него. Аллах субхану ва тааля говорит: «Аста'иду биллах, ва ман юта'и Аллаха ва расуля, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا». Этот аят, сура Ниса, 69. Но прежде чем начать с этого аята, я еще затронуть хочу другой аят. Мы с вами всегда читаем в намазе суру Фатиха. Аллах субхану ва тааля обязал нас читать суру Фатиха. И посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал, что нет намаза без суры Фатиха. Поэтому мы каждый с вами намаз читаем суру Фатиха. Альхамду лилляхи раббил аламин, ар-рахмани ар-рахим, малики яумиддин и так далее. Правильно? И вот значение, допустим. Смотрите, вот когда мы говорим, у Аллаха субхану ва тааля просим стойкости на правильном пути. Даже какой это аят? Ихдина ссираталь мустаким. Ихдина ссираталь мустаким означает: о Аллах, веди нас по дороге прямой. Но здесь такой вопрос. Разве я не на прямом пути? Разве я не на хидаяте? Аллах мне дал хидаят. Я произнес великую калима тайиба. Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах. Я сейчас читаю намаз. Я на хидаяте. А почему я прошу Аллаха хидаят? Я прошу стойкости у Аллаха. На хидаяте. О Аллах, я сейчас пред Тобой трепетно выполняю молитву. И я прошу Тебя, чтобы я на этом стоял очень стойко. Ихдина ссираталь мустаким. Так теперь, какой же путь? Вот мы просим Аллаха правильный путь, то есть прямой путь. Какой это путь? Следующий аят раскрывает. Он говорит: «Сираталь лазина» — это путь тех, ан'амта алейхим, на которых ты не спаслал свою благодать, дал им баракат. То есть это путь, значит, определенная группа людей. Понятно? Но здесь не говорится, какая группа людей, кто они. В суре Фатиха об этом не говорится. И продолжается. Однако не путь тех, гайриль магдуби алейхим, на которых что? Ты разгневался, те, которые привлекли на себя твой гнев, Аллах субхану ва тааля. Валяддалин, и не путь тех, которые заблудились. Валяддалин. Так муфассиры говорят, кто они те, над которыми Аллах субхану ва тааля разгневался, и кто они те, которые заблудились. Это две общины. Первая община — община иудеев, и вторая община — община христиан. Давайте сейчас об этом говорить не будем, потому что отдельная тема. А какая группа? Кто же они, кто на правильном пути? В суре Фатиха об этом не говорится. Однако следующий аят, вот этот, сура Ниса, 69 аят, раскрывает то, что говорится в суре Фатиха. И что говорится? «Ваман юта'и Аллаха». Так кто ж будет? Что делать? Повиноваться Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Это первое.
Аллах Субхану Тааля, кто будет повиноваться Всевышнему Аллаху. Сейчас я перейду, потом будем делать тафсир, иншаллах. Ва ман юта'иллаха, кто повинуется Всевышнему Аллаху. Ва расуля, и его посланнику. Вот они, фауляика, именно они, ма'аллавина, они будут с теми, аллавина ан'ама Аллаху алейхим, с теми, на которых Аллах Субхану ва Тааля не спаслал свою благодать. Смотрите, в суре Фатиха то же самое, мы просим, это путь тех, которых Аллах облагодетельствовал. И здесь говорится, это те, которых Аллах Субхану ва Тааля что? Облагодетельствовал. Так кто они? И Аллах раскрывает. Минан набиина, это пророки. Первое. Ан-набиина, это кто? Пророки. Второе. Вас-сиддикина, это правдивые. Ва-шухада, это мученики на пути Аллаха Субхану ва Тааля, те, которые пали шахидами. И четвертое. Ва-салихина, это салихи, это праведники. Праведные рабы Аллаха Субхану ва Тааля. Вот они, вахасуна улаика рафика, до чего ж прекрасно говорит их дружба. Их дружба. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что вот эти люди, вот 4 группы людей, они дружат друг с другом. Они являются кем? Они являются путниками, у которых цель одна – довольствие Аллаха Субхану ва Тааля. Понимаете? И теперь смотрите, получается вот этот аят, да, он раскрывает то положение, которое в суре Фатиха. Мы Аллаха просим правильный путь, Аллах нам его дает. И дальше мы говорим, это путь тех, сират аль-лазина ан'амта алейхим, на которых Аллах не спасал свою благодать, облагодетельствовал их. И эти люди кто? Это пророки, сиддыки, шахиды и салихи. 4 группы людей. Ан-набиина, ва-сиддикина, ва-шухадаи, ва-салихина. В каждом аяте есть причина неспаслания. Называется сабабу нузуль. Да? По причине какого-либо вопроса или что-то либо происходит во время пророка алейхиссалям, возникает какой-либо вопрос, на который нужен будет ответ, и Аллах Субхану ва Тааля не спосылает что? Определенные знамения. И тут такой вопрос. По какой причине Аллах не спасал вот это вот знамение? Есть очень много вариантов. Очень много вариантов. Я один из них вам зачитаю. Был человек, Саубан звали этого человека. Во время пророка алейхиссалату вассалям, Саубан. Этот человек прислуживал пророку алейхиссалату вассалям. Он, говорит, его очень сильно любил. Очень сильно любил пророка. Все сахабы любили пророка, братья. Все сахабы любили пророка. Любить пророка в нашей религии фарзу айн. Любить пророка — это фарз. То же самое, что пятикратный намаз. То же самое, что и закат, и так далее, и так далее. Да. И этот человек очень сильно любил пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но в любви своей он не проявлял терпения. У него было очень такое слабое терпение по отношению к любви пророка, алейхиссалату вассалям. Он не мог совладеть с собой. Часто его хотел видеть, очень сильно по нему скучал. Действительно, сахабы такие были, братья. Если один день они не увидят пророка, алейхиссалату вассалям, для них это дунья, и все, что в ней находится, для них это было как мрак, понимаете? Они очень сильно любили пророка. И вот один из этих людей в один день говорит: «Фаатаху зата яумин», он пришел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, «Вахад тагайяра лаунуху ю'рафу л-хузну фи ваджхихи». Этот человек пришел к посланнику Аллаха, Саубан, радиаллаху та'аля анху, сахаба. Он говорит, настолько был опечален, что цвет его лица поменялось.
И видно было, что он очень печальный. Посланник Аллаха увидел это и сказал: «Факаля лаху Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям». Посланник Аллаха, говорит, сказал: «Ма гайяра лаунака, о Саубан, что изменило цвет твоего лица?» То есть с тобой что-то не то. Ты опечален, тебе очень плохо. У нас это, знаете, как говорят? Ты очень побледнел. Даже. Ты почему такой бледный? То есть у тебя здоровье плохое? Что за происходит? Саубан отвечает: «Факаля я Расуляллах», говорит, о посланник Аллаха. «Ма аби марадин валя ваджа». Говорит, я, говорит, не чувствую ни боли. Я, говорит, не болею, со мной все хорошо. Однако, говорит, гайра анни ида лям арака, я Расул, когда я тебя не вижу, своими глазами, истаухашту вахшатан шадида, я, говорит, очень сильно скучаю по тебе. Настолько скучаю по тебе, что чувствую себя одиноким, говорит. Несмотря на то, что у него есть семья, несмотря на то, что у него есть жена, дети, родные, близкие, он говорит: я одинок, потому что тебя не вижу, говорит, я Расуляллах. А потом продолжает. Потом говорит: я Расуляллах. Это происходит, пока я тебя не вижу. А как, говорит, я тебя встречаю, это все, говорит, проходит. Это, говорит, все проходит. Но это тоже не останавливается. А потом, говорит, я впадаю в другое состояние. Смотрите, настолько любит пророка. Не видит пророка, скучает по нему. Не видит пророка, остается, как бы сказать, одиноким в этом мире. Но когда его видит, его печаль проходит, его тоска проходит, его скука развеивается на некоторое время. И рядом с пророком он опять впадает в печаль. Какую печаль опять? Рядом с пророком, смотрите. Он говорит: «Сумма закартуль ахират». Говорит, я потом вспоминаю про ахират. Я Расуллах, говорит, про ахират. «Фаахафу», очень сильно боюсь, «алля арока», не увидеть тебя там. Понимаете? Я, говорит, боюсь не увидеть тебя там в ахирате. «Лианнака», потому что ты турфау ма'ан набиина, ты возвышишься с пророками. «Ва инни», а я «дахальтуль джанната кунту фи манзилатин адна мин маз». Даже если я, говорит, я войду в рай, то моя степень будет намного ниже твоей степени, говорит, я Расулаллах. То есть он уже знает, что он не сможет быть на степени пророка. Пророк рядом с ним, его нету, рядом с, когда его нету, то есть нету рядом с ним пророк, алейхиссалям, он остается печальным, потому что его не видит. А когда он его видит, он опять впадает в печаль, потому что его берет страх. А что будет завтра? Сейчас он со мной, завтра я с ним не буду вместе. Посланник Аллаха, алейхиссалям. И дальше знаете, что он говорит? А если, говорит, я вообще не войду в рай, тогда никогда, говорит, я тебя не смогу увидеть. И когда он это сказал, он очень сильно плакал. Подобных явлений очень много было, братья. Это не только Саубан приходил, посланник Аллаха такое говорил. Все сахабы приходили, такое говорили. Но один из них он. Имам Аль-Катада говорит, в тафсире данного аята еще говорит: пришли, говорит, некоторые сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, и сказали: «Кайфа якуну л-халу фил джаннати ва анта фил дараджати л-уля». Я Расуллах, ты будешь на высоких степенях в раю, что будет с нами тогда? «Ва нахну асфаля минка», мы же будем, говорит, намного ниже тебя в раю. «Фа кайфа нарока», а как мы тебя, говорит, тогда увидим? Вы представляете себе? Вот чем болели сахабы. Вот какое у них было переживание, да? Не говоря уже, братья, о сподвижниках, дети. Анас ибн Малик, когда маленький был, он рассказывает: я, говорит, был маленький, я постоянно игрался. Домой, когда возвращался, самое первое, что спрашивала, говорит, у меня мать: ты сегодня был у пророка? Если я скажу нет,
Я, говорит, получал по шее, и, говорит, мама мне говорила, быстро к пророку, сначала сделай его зиярат, потом домой придешь. Пока его зиярат не сделаешь, домой не приходи. Женщины тоже такие были. А потом в конце мать Анас ибн Малика, она пришла к посланнику Аллаха, сказала: я Расулаллах, говорит, у меня, говорит, ничего нет. Я так хочу служить религии Аллаха. Я хочу сделать столько хорошего для религии Аллаха Субхану ва Тааля. Но у меня, говорит, ничего нет. У меня только, говорит, сын Анас, больше никого нет, говорит, кроме него. Единственный сын Анас. Никого нету, говорит, у меня. Я Расулаллах, прими, говорит, Анаса, я отдаю его в служении тебе. Отдаю своего сына. И от него уже из этого Анаса ибн Малика выходит очень большой алим, который прислуживал пророку, алейхиссалату вассалям. С малых лет прислуживал. И Анас ибн Малик говорил: больше 10 лет я находился рядом с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. И ни раз я не услышал от посланника Аллаха: Анас, я тебе говорил вот это, почему ты это не сделал или сделал вот это? Ни раз, говорит, такой посланник Аллаха. Хотя я был маленький ребенок, говорит, я уходил, забывал, что мне говорил посланник Аллаха. Посланник Аллаха, говорит, мне, говорит, поручал определенную, говорит, вещь или давал определенное задание: сделай вот это. Я, говорит, по дороге шел, чтобы это сделать, и забывал по дороге. Говорит, ребят, говорит, когда видел, забывал, игрался, и опять возвращался домой, говорит, не выполнив поручение посланника Аллаха. Даже тогда пророк сам, говорит, меня не ругал. Интересно очень. Вот эти два примера, да? И тогда, говорит, посланник Аллаха ничего не сказал. Ничего не сказал. И, говорит, было ниспослано вот это вот знамение. Сура Ниса, 69 аят. Смотрите. На фоне того, что происходит. Сейчас будете аят по-другому понимать. Читаем. Кто будет повиноваться Всевышнему Аллаху и Его посланнику, он непременно будет с теми, то есть где? Там, в ахирате. С кем? С теми, кого Аллах наделил своей благодатью, облагоденствовал. Это кто? Это пророки, это сиддики, это шухада, это салихи. Ухасуна уляйка. До чего ж прекрасна их дружба. То есть Аллах Субхану ва Тааля отправляет ответ кому? Саубану. Говорит: о, Саубан, я вижу твою печаль, говорит, насколько ты любишь пророка. Ты его, говорит, очень сильно любишь. Ты тоскуешь по нему уже в этом мире. Будучи рядом с посланником Аллаха, ты уже по нему тоскуешь. Боишься потерять его. Боишься потерять его в раю. Но знай, хоть ты и не пророк, хоть ты не пророк, Саубан же не пророк же, он кто? Сподвижник сахаба. Но ты будешь рядом с кем? С пророком. Рядом с пророком. И теперь смотрите. Приходит один человек к пророку, алейхиссалату вассалям. Этот риваят передает Анас ибн Малик. Он говорит: «Каля раджулюн», пришел один человек и сказал: «Я Расуль Аллах, мата саа, я Расул, а когда будет судный день?» Пророк сам сказал: «Вама а'датта лаха», ты разве не приготовился к ней, к судному дню? Каля, и тогда он сказал: «Фалям ядкур кафиран», у меня, говорит, ничего нету. У него нету, говорит, в другом ривайте говорится, у меня нету ни намазов, у меня нету ни заката, у меня нету ни поста, ничего. Я, говорит, ничего не приготовил, кроме как илля аннаху юхиббу Аллаха ва расуля, кроме любви к Аллаху, говорит, его посланнику. Я, говорит, люблю, говорит, Аллаха и его посланника, я это точно знаю. А остальное все, говорит, мне ничего не готово. И тогда посланник Аллаха сказал: «Аль-мар'у ма'аман ахабба». Человек там будет с тем, кого он очень сильно любил. Анас ибн Малик говорит: мусульмане в этот день, когда посланник Аллаха сказал «Аль-мар'у ма'аман ахабба», делали, говорит, праздник делали.
Одно слово посланник Аллаха сказал, говорит, человек с тем в судном дне, кого он очень любит. И в этот день, говорит, все сахабы праздновали. Почему? Праздновали свою любовь к посланнику Аллаха, потому что там они будут с кем? С Аллахом, его посланником. Машаллах. В другом риваяте, смотрите. Такой же ривайат, Анас ибн Малик тоже передает. Он говорит, пришел человек и сказал посланнику Аллаха, говорит, «Я Расуль Аллах, мы, говорит, тебя любим больше всего на свете, больше своего имущества, больше своих родных, больше всего, даже больше себя, даже больше себя». Ибо в другом хадисе тоже говорится, что полноценно вера человека, верующего, будет только тогда, когда он полюбит Аллаха и его посланника больше всего на свете. Даже своего нафса. Человек приходит, говорит, мы тебя любим, я Расуллах, говорит. Однако мы печалимся, что мы тебя не увидим. Ты войдешь в рай, ты будешь с пророками, но войдем ли мы в рай? Будем ли мы рядом с тобой? Мы этого не знаем. Даже если мы войдем в рай, мы будем намного ниже по степени, чем ты, я Расуллах. И тогда посланник Аллаха скажет, «Аль-мар'у ма'a ман ахабба». Человек будет с тем, кого он очень сильно любит. Вот. И однако тут идет условие. То есть любовь посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, любовь к Аллаху субхану ва тааля, чтобы вот эта вот любовь засчиталась как любовь, есть очень такое ясное знамение, вот именно 69-е, где говорится «Ман юта'илляха ва расуля». Тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику. Смотрите, условия здесь. Кто повинуется Аллаху и его посланнику, вот они будут с пророками. Понимаете? И теперь в тафсире что говорится? Смотрите. Первое. Тот, кто повинуется Аллаху субхану ва тааля, означает, выполняет фарзы. Тот, кто выполняет фарзы. И тот, кто повинуется посланнику Аллаха, означает, выполняет его сунну. Нужно стараться выполнять каждую сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Не говоря уже о некоторых, которые надсмехаются над сунной пророка. Это очень страшно. Это очень страшно. Вот. Вы знаете, хикмат сунны понятно. Там вот есть такие люди, которые говорят, например, хикмат мисвака в чем заключается? Ну, мисвак, говорит, мисвак это что? Ну, это средство, говорит, очищения полости рта. Ну, говорит, так, суть в чем заключается? Цель очищения? Ну, конечно, очищение, да. Ну, видите, говорит. Но это не обязательно нужно делать мисвак. Мы сейчас пользуем зубная щетка там, и так далее, да? То есть не сам мисвак, говорит, является сунной, а именно очищение сунны. Нет. Мы говорим, что мисвак является сунной. Очищение, да, ты можешь делать по разным способами. Разными способами можешь делать. Но использование самого мисвака только потому, что использовал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, вот это является майюта'илляха ва расуля. Повиноваться посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. Фиссунан, то есть в его суннах. Вассиддикина, правдивые. Кто они? Кто они самые правдивые? Здесь говорится афадиль асхабин наби саллаллаху алейхи вассалям. Это самые достойные из числа сахабов пророка, алейхиссалату вассалям. Самые достойные кто? Абу Бакр Сиддик. И вот смотрите, Абу Бакр и его лакаб, то есть его сифат, да, прозвали его как? Как ас-Сиддик. Ас-Сиддик. Правдивый. Вот тоже отдельная история. Вот смотрите, получается, этот тафсир идет. Дальше. Ващухада, шахиды. Кто такие шахиды? Те, которые падали на пути Аллаха субхану ва тааля. Мученики. Здесь же говорится кто? Про кого имеется в виду? Имеется в виду те сахабы, которые пали в битве Ухуд. Битве Ухуд. Или же все те, которые пали на пути Аллаха субхану ва тааля. И вот тут вот смотрите, Икрима, рахматуллахи алейх, он делал тафсир.
И он говорит, «Ан-набиюна», пророки тут, в этом аяте, пророки, это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит. Сиддыки, это Абу Бакр Сиддык, радиллаху та'аля анху. Шахиды, это Умар, Усман, Али. И салихи, благочестивые рабы Аллаха, это остальные сахабы. Смотрите, 4 группы, да, здесь в этом аяте говорится. Человек будет с кем? С пророками, сиддыками, шахидами и салихами. Пророки – это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Сиддыки – это Абу Бакр Сиддык. Шахиды – это Умар, Усман, Али. Они Усман, Умар, Али, они что, падали? Шахидами, получается, да? А салихи – это остальные кто? Остальные все сахабы, радиллаху та'аля анхум. Получается, тафсир этого значения мы можем принять как именно такой, да, что под этими 4 группами пророк, самые великие сахабы и остальные другие сахабы. Абу Бакр Сиддык, радиллаху та'аля анху, не просто был сиддыком, как говорится, засвидетельствует, что про Мухаммада его посланник все стал сиддыком. Нет. Абу Бакр Сиддык, когда его прозвали сиддыком? Помните? После того, как посланник Аллаха, алейхиссалям, совершил мирадж, встретился с Аллахом субхану ва тааля. Когда возвратился, его постель еще была теплой. Вот. Но как таковой, посланник Аллаха, когда посланник Аллаха совершил мирадж, он видел там очень много явлений. Видел ад, видел рай, встречался с пророками, встречался с Иса алейхиссалям, встречался с Муса алейхиссалям. С Муса алейхиссалям неоднократно был диалог, 50-кратный намаз по именно направлению Муса алейхиссалям стал 5-кратным, представьте себе, да? И так далее, и так далее. И когда он вернулся, конечно же, мушрики того времени надсмехались над посланником, алейхиссалям. Вот. Когда приходили к другим, говорили, вот там ваш пророк, там Мухаммад возвысился и так далее. Конечно же, сахабы начнут перепрашивать. Это такой вопрос, знаете, такой вопрос. Вопрос мираджа – это не вопрос, на который можно сразу ответить. В религии есть все вопросы подразделяются на категории. Есть такие вопросы, на которые нужно уверовать и все. Есть вопросы, на которые нужно задавать вопрос. Истидлянь называется. Нужно получать далили и так далее. Так это вопрос, один из таких вопросов. Пришли к Абу Бакру Сиддыку и сказали, ты, говорит, слышал? Он говорит, что слышал? И там прям так, твой, издевательский, да? Оказывается, возвысился Господу. Вы знаете, что он сказал? Он не побежал узнавать и так далее, и так далее. Он вообще, он сказал, кто, говорит, вам это сказал? Его вопрос был встречный. Кто сказал? А они что сказали? Он сказал. То есть Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Его ответ какой был? Если это он сказал, то это правда. Теперь чуть раскрою. Смотрите. Вопрос мираджа – это вопрос, который превосходит что? Разум. Разум на это ответить не сможет. Понимаете? А Абу Бакр Сиддык настолько был предан посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что даже на секунду, на долю секунды он не впал в замешательство, в сомнение, может быть, нет такого. И он сразу сказал, откуда информация? Кто является источником информации? Говорит, сам посланник Аллаха. Он? Тогда это правда, все. Вопрос исчерпан. И после этого Сиддык.
То есть Абу-Бакр Сиддик, не колебаясь, подтвердил достоверность того, что говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хотя я думаю, что в то время, потому что Абу-Бакр Сиддик, он один Сиддик, больше Сиддиков нету. Значит, другие сахабы все-таки в какой-то степени впали в замешательство. И лишь Абу-Бакр Сиддик. Поэтому такая степень. Поэтому это говорится. Здесь говорится, нет, это не группа людей. Вообще, по идее, знаете, ученые что говорят по поводу этого аята? Это, говорит, степень. Пророческая степень. За пророческой степенью стоит сиддикство. Это вторая степень. За ней шейхист, а потом идет салихи. 4 группы. Вот мы, во-первых, пророками быть не сможем однозначно, потому что сам последний пророк — это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, быть одной из последующих 3 групп мы, как рабы Аллаха, можем. Понимаете? Аят об этом говорит. Можем. Тут идет вопрос следования кому? Пророку, алейхиссалям, и Аллаху субхану ва тааля. Аллаху субхану ва тааля и его посланнику. Это условие. И в хадисе говорится, хадис кудси, «Каля раббукум», ваш Господь, говорит, сказал. Этот хадис передает Суюти, и он сказал, что этот хадис является сахих, достоверный хадис. «Лау анна ибади», если бы, говорит, мои рабы, Аллах субхану ва тааля, если бы, говорит, мои рабы, атауни, если бы они повиновались мне как следует. Вот Аллах субхану ва тааля приказывает нам, будем говорить так, округленно, Аллах не спаслал нам шариат, и мы должны жить по шариату Аллаха, по закону Аллаха. И Аллах говорит, если бы они жили по тем законам, которые я им не спаслал, по тем законам, они так, как они хотят жить. Одну часть берут, а другую отвергают. Понимаете? Полностью повиноваться Аллаху субхану ва тааля. Если, говорят, они будут повиноваться полностью, если бы они это делали, я бы им не сводил бы дождь лишь ночью. Да, дождь, снег и так далее. Вот это все. Это милость Аллаха субхану ва тааля. Но милость не означает, что оно может приносить нам какие-либо неудобства. Конечно, может. Дождь может принести неудобства. Но Аллах субхану ва тааля говорит, если бы они, говорит, действительно мне поклонялись бы, то есть они мне повиновались бы, я бы ни днем на них, говорит, не заводил бы дождь, извиняюсь. Они когда спали, когда дома отдыхали, говорит, я бы незаметно что? Поливал бы землю. «Валя атла'ту алейхиму шамса бин нахари». И говорит, ночью бы поливал бы дождь, а утром, когда они просыпались, ярко сияло бы солнце. «Валяма асма'тухум саута ра'ди». И никогда бы они не слышали гремение грома. Понимаете? То есть Аллах субхану ва тааля нам бы землю эту, жизнь на этой земле сделал бы настолько комфортной. Получается, все наши беды, все, что происходит с нами, это только удел наших рук. Это только потому, что мы неполноценно, братья, неполноценно повинуемся Аллаху субхану ва тааля и его посланнику. И приведем несколько примеров. Один из примеров повиновения повелением Аллаха и его посланника.
Несколько примеров. Так, смотрите. Первый пример от Анас ибн Малик. Он говорит, как-то, говорит, я прислуживал, говорит, и разливал вино, говорит, у одного из подвижников Абу Тальхи. Тогда еще запрета не было. Вы знаете, да? Запрет спиртного, все это было в три этапа. Сразу вот так вот, все, нет такого, нет. В 3 этапа было. И вот, видать, это вот было на третьем этапе было. Говорит, я, говорит, у Абу Тальхи, там сидят, распивают вино, я, говорит, наливаю. И в это время по улицам Медины такой голос. И говорят, не спаслалось знамение о запрете вина. Не спаслалось знамение о запрете вина. Абу Тальха, говорит, сказал, ну-ка выйди, послушай, что там говорят. Я, говорит, вышел, посмотрел, и там прям так же точно говорит, что не спаслалось знамение, после этого вино запретно. По улицам Медины. Я, говорит, пришел и сказал, говорит, Абу Тальха, ты услышал правду. То есть твои уши тебя не обманули. Что? Не спаслал запрет Аллах Субхану ва Тааля на вино, на спиртное, на то, что дурманит голову. И там же Абу Тальха, говорит, сказал, там же выливаете все, что есть. И говорится, тот, кто в это время, когда он зашел, говорит, это, кто-то уже поднимал, кто-то половину выпил, там, кто-то то-то, то-то. На месте. Там осталось последнее. Что там, 1 рюмка осталась, или 1 кубок остался. Допью теперь, все, такого нету. Там же, мгновенно, говорит, они повиновались, говорит. И в этот день, по всей, говорит, Медине, словно, говорит, рекой текло, говорит. Настолько они, что были очень трепетны к повелениям Аллаха Субхану ва Тааля. Очень трепетны. Ну, знаете, да, откуда, почему этот запрет пришел? Потому что сахабы самое первое знамение по запрету спиртного, именно по спиртному. Скажи, говорит, что в вине есть и польза, в них есть и польза, но прегрешности больше. То есть тут уже такой призыв есть, да, к сахабам. Ну, значит, и это, и это. То есть в этом уже положении сахабы начали задуматься. Некоторые уже перестали пить. Ну, раз нету в этом, то есть есть польза и при этом есть прегрешность, да, оставим эту чтобы прегрешности не было. И так далее. Потом второй этап. Насколько я помню, намаз это последний этап как раз был. Это последний этап, вот именно в намазе, когда было. Первый этот, второй. Я второй этап не помню. Ну давайте второй не будем говорить, 3-й этап какой был, да? В 3-м этапе было такое, что... второй этап и как раз намаз был, да. Второй этап был намаз. Да. Сахабы читают и намаз, вот, и при этом они выпивали. И в одно время один из подвижников выходит на намаз, будучи в состоянии эйфории. А один из аятов читает неправильно. Насколько я помню, суру Кафирун. Там говорится: «Хуль я аюгаль кафирун, о кафиры, ла а'буду ма та'буду». Я не буду поклоняться тем, которым вы поклоняетесь, и вы не поклоняетесь тому, чему я поклоняюсь, и так далее, и так далее. Да?
А там читается в таком значении: я буду поклоняться тем, кому ты поклоняешься, или вы поклоняетесь, понимаете? То есть искажение идет такое в намазе. И не сослается знамением. «Валя такрабу салята ва антум сукара». «Валя такрабу салат» аят. «Ва антум сукара». Будучи пьяными, когда вы в состоянии опьянения, не приближайтесь к намазу. Ну, получается, есть утренний намаз, потом зухур намаз, потом аср, магриб, иша и так далее. То есть утром, если они выпьют, до обеда они в себя не придут, однозначно. Обедом выпьют, до вечера в себя не придут, тогда остается только одно время. Время после хутана до... То есть от иша до фаджр намаза. И они уже были вынуждены только в это время, понимаете? И в это время у одного из подвижников на свадьбе произошел такой инцидент. Аллах, по-моему, Саад ибн Ваккас, по-моему, был, сахаба. Там такая драка произошла сильная, короче. Очень, да, такая драка. И в результате кто-то костью кому-то, короче, разобьет череп, да, или что-то такое будет. Ну, нехорошее произойдет. И вот это, когда увидит Азрат Умар, он придет, посланник Аллаха, говорит: я Расулаллах, пора уже, говорит, вот эту нечисть останавливать, запрещать. И не спасается знамение. Фачтанибуху, остерегайтесь, да, этого. Фаиннаху риджсун мин амали шайтан. Это является нечистью и деянием шайтана. Вот заключительно. После этого все. Вот это знамение, когда было ниспослано, все. Категорически все отказываются от этого. И вот как раз таки Анас ибн Малик говорит про это. Когда, говорит, вот это вот знамение пришло, улицы Медины были словно как реки, говорит. По улицам река течет. Река, значит, получается, не столько много было запасов, получается, да? Сахабы через то, что только они прошли, братья, чтобы до нас религия дошла. Мы сейчас вот это все рассказываем, и с одной стороны смеемся, нам приятно и так далее. А вы знаете вообще это пережить, насколько тяжело было для них? Даже? Поэтому они имеют очень большие права над нами. Другой пример. Во время взятия Мекки. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал Усману ибн Тальха принести ключи. Они были хаджиб. Хаджиб — это те люди, которые что делали? Охраняли Мекку, смотрели Каабу, смотрели за ней, открывали ее, чистили. Короче говоря, они были ответственны за Каабой. Хаджиб их называет. И семейство Усмана ибн Тальхи. Пророк, алейхиссалату вассалям, Усман ибн Тальха, он принимает ислам, и он говорит: принеси ключи. Я хочу войти. Мекку, взяли Мекку, представляете? Еще будут очищать от идолов. Усман, радиаллаху анху, приходит к своей матери и говорит: о, мать, дай ключи. Она не хочет давать ключи. И он, знаете, что сказал? Говорит: в любом случае, говорит, даже если мне придется тебя убить, я тебя убью и заберу ключи. И она дает ключи. Он приходит, дает посланнику Аллаха. Посланник Аллаха открывает дверь, посланник Аллаха заходит в первую очередь, очищает от идолов и читает там 2 ракат намаза. После него, и с ним вместе Билял был, радиаллаху анху. После этого заходит Абдуллах ибн Умар, сын Умара, и спрашивает: скажи, говорит, где читал намаз посланник Аллаха? Он показывает: вон там. Абдуллах ибн Умар говорит: я, говорит, забыл спросить, сколько ракатов, говорит, читал. Смотрите, 2 примера только в этом. Первое. Настолько был покорен Усман, радиаллаху та'аля анху, и насколько был покорен к судье пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдуллах ибн Умар. Видите? Насколько покорен? Он зашел, он ведь мог зайти в любом месте прочитать, но он что сказал? Он спросил: где читал посланник Аллаха? Он пошел именно в том месте читал. И он сам говорит: а я, говорит, забыл спросить, сколько он читал ракат. Как-то раз посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: когда кто-то приходит к какому-либо джамаату, пускай, говорит, что не заставляет кого-либо вставать со своего места и садиться, говорит, на его место. Что сделайте? Следует расступиться чуть-чуть, дать место тому человеку, который, говорит, пришел. Это очень важно.
Не по сунне, когда ты заходишь в какой-то джамат, да, и кто-то тебе место уступает, и ты садишься туда. Не по сунне. Однако, уступать место ученым обязательно надо. Не подобает какому-либо ученому садиться с краю. Он должен обязательно проходить в то место, где его все будут слышать и видеть. Понятно? А в основном, конечно, будем следовать этому хадису. И вот Абдуллах ибн Умар говорит, после того, как посланник Аллаха, говорит, вот эти слова сказал, он до конца своей смерти больше никогда, когда приходил к какому-либо джамату, к какому-либо маджлису, никогда, говорит, не садился на то место, которое ему освобождали. Он всегда, говорит, садился с краю и примыкал, говорит, к этому джамату. И еще один инцидент, именно по поводу Абдуллаха ибн Умара. Один раз посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит, сказал, было бы хорошо, говорит, если бы мы одну из дверей мечети отвели женщинам. Просто сказал, отвели женщинам. И показал, говорит, пальцем на одну дверь. И до конца своей смерти, говорит, Абдуллах ибн Умар с этой двери уже не заходил. Какое повиновение посланнику Аллаха, алейхиссалям. Один раз он сказал. Было бы хорошо. Он не сказал, отведите эту дверь для женщин. Он сказал, было бы хорошо, если бы эта дверь была для женщин. Все. Он уже до конца своей жизни через эту дверь что? Не заходил, братья. Последний пример, да, Миша, на этом закончим. Тоже про Абдуллаха ибн Умара. Туфаиль был такой табиин, Туфаиль звали его. Рахматуллах алейхи. Он сын Убай ибн Кааба. Сахаба Убай ибн Кааб, у него сын Туфаиль. Он, говорит, очень часто встречался с сахабами, получал у них знания и так далее. И очень часто ходил к Абдуллаху ибн Умару. Когда он ходил к Абдуллаху ибн Умару, учиться у него сунни пророк, алейхиссалату вассалям. И каждый раз, когда, говорит, к нему приходил, говорит, он всегда говорил, пойдем пройдемся по рынку. Мы, говорит, выходили на рынок, он, говорит, ничего не покупал, ни с кем торговлю, говорит, от торгового отношения не вел, ничего, просто ходил, говорит, и давал всем салам, говорит, и все, больше ничего нет, только салам. Так много раз продолжалось. И в один день, говорит, я не терпел, я сказал, говорит, о, Абдуллах, то есть Абдуллах ибн Умар, сын, Абдуллах, говорит, ты, говорит, зачем мы идем туда? Лучше давай мы сядем здесь, поговорим, я у тебя получу знания. Зачем мы, говорит, туда ходим? Ты, говорит, ты в торговле не разбираешься. Ты, говорит, не покупаешь ничего. Даже с теми, которые там, говорит, на рынке сидят, ты с ними даже не сидишь, время не проводишь. Мы с тобой просто ходим, ты всем даешь салам, говорит, и все, столько времени. И он им отвечает, говорит, брат мой, говорит, мы, говорит, выходим на базар только для того, чтобы поприветствовать людей, говорит. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал, говорит, афшу саляма байникум. Распространяйте салам Всевышнего Аллаха между собой. Смотрите. Посланник Аллаха сказал, говорит, распространяйте салам Всевышнего Аллаха между собой. И чтобы вот это повеление исполнить, Абдуллах ибн Умар выходит, какую-то часть дня отдает именно и выполнение этого хадиса. Прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля наделить правильным пониманием веры, иншаллах. Истинный, наделить нас истинной любовью к Нему и к Его посланнику, алейхиссалату вассалям, к Его сподвижникам. Правильно понимать сунну посланника Аллаха, выполнять эту сунну. Ибо самое главное – это наш последний вздох. Как мы с вами попрощаемся с этим миром. Это самое главное. То, что мы сейчас делаем, это в принципе не важно. В принципе не важно. Знаете? Потому что все будет решать последний час. Поэтому мы должны дуа делать. Наши вот ученые всегда дуа делали. Наши устазы дуа делали. Они дуа делали. Я, Рабби, просим Тебя сделать наш конец прекрасным. Поэтому, иншаллах, давайте в дуа не будем это забывать, часто будем делать. Я, Рабби, сделай наш конец прекрасным.
то есть прекрасно в понимании веры, в понимании, иншаллах, имана. Пусть Аллах всем будет доволен. Иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.